14-летний Саян увлекается компьютерными играми, отлично говорит по-русски, но не знает тувинского языка. В компьютерной игре для того, чтобы подросток нашел свой родной язык, предлагается виртуальное путешествие по всему миру. Итак, вы готовы? Тогда в путь, Саян из Тувы. Включите режим путешествие, поиск. И поехали! И первая страна, куда попадает главный герой, это Китай. Добрый китайский красный дракон приветствует Саяна и предлагает посмотреть его танец. Отметим, что режиссер-постановщик Айдыс Чадамба, как бы ни показалось, что сюжет спектакля довольно прост, через постановку поднят актуальный на сегодняшний день вопрос, который будет способствовать решению проблемы незнания детьми тувинского языка. В Китае очень много народов со своей культурой и историей. Может, ты сын одного из этих народов? Посмотри на мой танец. Может, ты вспомнишь что-нибудь? Спектакль само по себе это как тувинская сказка. Сюжет там очень простой. Главный герой, современный подросток, мальчик, он увлекается играми, гаджеты, планшеты, игры, да, увлекается с этим. И в какой-то момент игра у него задает вопрос, да, скажи что-нибудь на своем родном языке. И он, оказывается, не знает свой родной язык. Я думаю, наш родной язык, он в таком трудном положении. И поэтому мы поставили такой спектакль. Пришла мысль, а почему бы не ставить, или поднять такой вопрос, или обратить внимание наших зрителей. Самураи, сакура, кимоно и мечи. Виртуальное путешествие в поисках родного языка главного героя окунает в Японию. Значит, это не твое, не родное, но никогда не сдавайся. Запомни этот закон! Запомни! В спектакле задействовано 8 актеров. Главного героя играет Херел Кулар. Было тяжело войти, именно вжиться в эту роль, именно войти в компьютерную игру. Изначально он, как сказать так, ему все равно там свой тувинский язык, он говорит, что поверхностно относится к этому. И в конце он понимает, что осознает, куда ни ходи, именно в компьютерной игре, там все говорят на своем родном языке. И он осознает, что да, именно, если получается изначально он искал именно бонусы, которые дают в игре. И потом, как-то уже ближе к концу, он понимает, что ему действительно нужно найти свой родной язык. По пути в виртуальную вселенную встречаются представители разных национальностей и стран. Следующими оказались жители индейского народа Чероки. Когда мы танцуем, наши сердца могут подняться вверх и встретиться там с великими нашими предками. Спектакль удивителен и тем, что декорации заменяют современные технологии, визуальные, красочные 3D-эффекты. Процесс трудоемкий и кропотливый. На создание видеопроекции ушло несколько месяцев. Мы используем видеомаппинг. Здесь используются современные технологии. Мы придумали для каждого эпизода свой виртуальный такой место действия, да, и для них ушло очень много времени. И наш программист Александр Седипон один все это делал. В общем, спектакль она рассчитан для детей, и поэтому мы постарались, чтобы было все визуально красиво, да, в общем, детям было интересно, чтобы. Виртуальное путешествие заканчивается тем, что Саян просит помощи у своих предков. Именно они помогают подростку найти свой родной тувинский язык.
На премьерном спектакле присутствовали и почетные гости. Среди них филолог, научный сотрудник Института русской литературы и театральный критик, которая приехала из Санкт-Петербурга, Анна Некрылова. Первое, что надо сказать, тема, которая поднялась поднята в этом спектакле, она чрезвычайно важна, она актуальна, и ее всячески надо поддерживать. Если мы говорим о языке, то, значит, язык должна звучать речь. Вот. И я думаю, что здесь сложность в том, что театральными способами, театральным языком очень трудно это все передать, сугубо языковую сторону культуры. И, наверное, можно было бы сказать, что здесь шире стоит вопрос. Коль мы говорим о языке, то язык и должен звучать, да, а не жест, который заменяет его. Но если мы говорим о языке культуры, тогда это возможно. Но все-таки языка должно быть больше. Спектакль получил большой отклик в сердцах маленьких зрителей и всех, кто его сегодня посетил. Мне понравилось, как он искал свой родной язык. Было очень красиво. Мне очень понравился спектакль. Он был очень интересным. Про мальчика, который не знал свой тувинский язык. Он путешествовал по всем странам. И он после шаман очень хотел помочь мальчику и помог Саяну. Я очень хорошо знаю свой тувинский язык. Я люблю на нем разговаривать. Моя вся семья разговаривает на тувинском языке. Все гениальное просто и все простое гениально. Мы уверены, что новый спектакль под названием «В поисках родного языка», несомненно, станет для зрителей одним из любимых. Айра Сабы, Магуша Замато Чур, телеканал Тува 24.